Булетович, пожалуйста, расскажите, что для вас означает бокс? Не бывает, наверное, в боксе так, что пришел там, потренировался, а тем более я в боксе, когда я стал мастером спорта и когда я закончил бокс, это 16 лет большого спорта. Это 4 олимпийских цикла, разобраться. Поэтому и бокс – это моя жизнь. Я живу боксом. Я бокс люблю, я бокс ненавижу. Вот, это моя жизнь. Вообще, что вы изменили бы в своей жизни, если бы вернулись бы назад 30-40 лет? Ничего бы я не менял. По одной простой причине, что обратной дороги-то нет. Ну, нету обратной дороги. Вот давайте даже не буду на эту тему разрешать. Мне часто задают этот вопрос, я отвечаю, нет обратной дороги. Я в жизни все, что я сделал, я ни о чем не сожалею. Это вот точно знаю. Мне вот уже за 50 лет, я иду с высоко поднятой головой, я ни о чем не сожалею. Если были сожаления, я их сделал, ошибки, прошел. И все, мы дальше пошли, надо дальше жить. Не жалеете ли вы, что вы были в политике, были депутатом? Во-первых, почему я об этом должен жалеть? Дело в том, что в политике я тоже многому научился. Это тоже неплохие шахматы, это своеобразный ринг. Я очень многому научился. А вы конкретно что вы смогли изменить? Может в спорте, может в стране? Но в спорте я не успел. В общем-то, этот закон о спорте, который я готовил. Сегодня есть у нас о спорте 3 закона. Закон о спорте, закон о национальных видах спорта и закон о паралимпийских видах спорта. Это 3 разных закона, но в принципе это должен быть один закон. И тогда я их соединял. В принципе, проект закона готов, он есть. Я его сделал. Но не хватило времени его пропустить через парламент, и чтобы это все было. А не хотите сейчас обратно стать народным избранником? Сейчас подождем. В принципе, следующие выборы через 4 года, по-моему, да, через 4 года. Я человек состоявшийся, человек, который знает, чего он хочет. Мы посмотрим, какая работа будет в дальнейшем парламента. И смогу ли я там, так же, вот как в том парламенте, когда я работал, свои инициативы продвигать. Если я смогу это сделать, то я с удовольствием, может, еще и поработаю для государства. А расскажите вообще о моменте, когда вы полноценно получали кайф от этой жизни. Может, это на ринге или где-то еще. Где вы получали кайф? Вот я вам скажу, дело в чем. У нас жизнь никак. Человек любит работу, но не получает денег. Человек получает деньги, он получает, потому что надо. Есть либо материальная составляющая, либо моральная составляющая. Я очень счастливый человек. С 82 года по 98 год. Это вот 16 лет, когда я занимался. С 82 года, я когда, даже с 80-х годов, 82-й возьмем уже, когда я получал зарплату, любительский, это советские времена, я занимался любимым делом, получал за это зарплату, получал моральное, материальное, психологическое, эстетическое удовольствие от того, чем я занимаюсь. И это бокс. Это бокс. Я получал зарплату, я ездил за границу, я боксировал, тренировался, это мне было все в удовольствие. Я такой кайф получал. Вот это самые счастливые года. Что нам мешает конкретно вообще воспитать олимпийских чемпионов, чемпионов мира по боксу? Работаем над этим, работаем раз. Второе, сегодня стало очень много других видов спорта единоборств. Они более, может быть, более зрелищные, кажется. И детвора туда уходит. Вот сейчас смотрю уже, там бои без правил, там вот с детства начались, хотя это я противник этого, потому что здоровье это не принесет. Это работа, здоровье, это разные вещи. Вот, бои без правил и ребенок на ринге – это разные вещи. Но сегодня, может быть, это оттяжка идет. Я считаю, что все-таки сегодня селекции нету. Селекции нету. Вот даже вот зал 3 часа, в принципе, раньше 3 часа, 5 часов зал был полный, вот в наше время. Сегодня как-то мало детей, что ли, ходит на это. В дальнейшем, нету тех
стимулов, может быть, или детвора стала другая, им больше интересно в интернете поковыряться там. Ну, по лицу, короче, не хотят получать, наверное, меньше стали хотеть. Ваш кумир в мировом боксе? Ну, у меня всегда было, когда я и на бокс-то пришел, потому что прочитал книгу о Валерии Попенченко. Это олимпийский чемпион в Токио, обладатель Кубка Вэлла Баркера. Это лучший боксер Олимпиады. Вот я про него книгу прочитал. И то, что он выиграл Олимпийские игры, то, что он был заслуженный мастер спорта, и плюс у меня еще другое, то, что бокс ему помог, он потом был кандидат технических наук. Он рано погиб, там трагическая смерть была, но я эту книгу прочитал, вот для меня кумир был. Для меня был человек, который я восхищался, как боксером, так и ученым. Вот это для меня. Расскажите историю о том, как вы пришли вообще в спорт бокс. Ну, эту историю уже все знают, я думаю, знают, что, в принципе, коротко мама привела. Коротко мама привела. Мама сказала, иди, сынок, и посмотри мир. В понятии мамы мир посмотреть, ну, я бы там в Канте жил же, в Карабалту бы уехал, там, ну, в Бишкек, во Фрунзе бы ездил, Москву бы увидел, Черное море. Вот мамино понятие было. Ну, вот, в принципе, так оно и получилось. Ну и дрочливый я был очень, поэтому мама меня, чтобы мою энергию сбить, не на улице она была, а чтобы я в зале, и вот отдала мне в зал. Нужно делать, чтобы кыргызский спорт развивался. Чтобы киргизский спорт развивался, вот я не говорю долгосрочные программы, проблемы. На данный момент для того, чтобы развился киргизский спорт, надо построить нормальный дворец спорта по международным стандартам. Вот это будет первый вклад в развитие киргизского спорта. Потому что мы везде являемся гостями. Вот сейчас пошел чемпионат Азии по борьбе, и дома 2 золотые медали, серебряные медали, бронзовые медали. Это дома. А было бы в другом месте, такого бы не было. Вот так. Но где это проводилось? Блин, я ребятам просто сочувствую, сколько они сил туда вложили, чтобы вот эту картинку сделать. Ребята, которые разминались, они же нету ни комнат, ни для судей, ни для приглашенных, ни для пацанов раздевалок нормальных нету во дворце у нас. Он уже устарел давно, морально устарел. Вот первое, что нужно, это поставить дворец спорта где-то на 5-7 тысяч человек. Это было бы шикарно. И потом бы, вот поверьте мне, сразу результаты будут. А вообще тяжело было ли вам уходить из бокса? Страшно было. Я же ушел не по своей воле, я ушел по травме. У меня была травма. И для меня это было... В 98 году я последний бой провел. И для меня это было... Ну, это был удар ниже пояса, скажем так. Я не ожидал, что так получится. Что я на ринг зашел сильным, здоровым человеком, а спустился фактически инвалидом. Вот фактически так оно и получилось. Вот для меня это было страшно. В вашей спортивной карьере самый запоминающий, да, турнир в вашей жизни? Наверное, самый первый именно по впечатлениям. Это когда я стал мастером спорта СССР. Это мне было неполно 16 лет, 82 год. Маленький мальчик 9 класса, 10 класса. Да, 10 класс. А переходил в 10. Вот тогда, когда я прошел там ребят, кому я на Союз ехал, у меня только один проигрыш был. И когда я выиграл того, кому я проиграл, прошел, стал мастером спорта, именно по впечатлениям это было первое мое такое. Ничего себе, я в 16 лет, я мастер спорта Советского Союза. Это то, чем грезили многие-многие боксеры. А я это сделал очень быстро. Вот это, наверное, ну там, а так много. И когда первым чемпионом мира стал, это все. И когда из хорошего, из плохого, когда не попал на Олимпиаду, вот все это большая жизнь. А вы говорите, менять ее. Как ее менять? Конечно, есть. Сейчас очень хорошее молодое поколение растет. Бокс – это моя жизнь.
Это, наверное, первый, когда было 16 лет, когда я стал мастером спорта Советского Союза. Моя цель в жизни остаться хорошим человеком, как минимум. Ну и воспитать детей, может, еще. Воспитать хороших детей, здоровых детей. Да, это было, скажу так, коротко. Для меня уход это был удар ниже пояса. И мне очень тяжело пришлось с этим восстановиться после этого.